скажи тоже, о чем. Мгм. А, Ассаламу алейкум. Витаю всех, друзья. Аят Маша Ойла, Сюдика Йойла. Понедельник. Добрый вечер всем. Сегодня 7 февраля 2026 года, 19 часов 3 минуты по Брюсселю и 21 час 3 минуты, соответственно, по городу Джахару. Сегодня у нас 196-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Стрим называется «Ловушка для Трампа. Как покушение на генерала обнулило переговоры ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов». Стрим у нас идет, друзья, на канале YouTube Reality, на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и в TikTok-канале. Также сегодня тема, конечно же, мы будем обсуждать и Чеченскую Республику, и тему касательно нашей страны. Она обязательно будет, просто не поместилась в заголовке, может быть, потом после стрима еще добавлю что-нибудь или изменю. Ну и, как обычно, будьте бдительны и заботьтесь о вашей безопасности, друзья. Я имею в виду тех, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в России. И, как обычно, передаю слово Аяду Идигову. Мгм. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто нас слушает, видит, и те, кто участвует в нашем диалоге, обсуждении этого вопроса. Мы видим, что происходит в мире, слушаем разных людей, Америку, Европу, Азию, везде вот слушаем, и всегда думаем о том, что же произойдет, куда же это все движется, куда вот это направление, значит, как говорится, где она остановится, где или разорвется наконец. Ну, вот по тем переговорам, которые сейчас прошли в Саудовской Аравии, что можно об этом сказать? Здесь вот многие такие впечатления разные высказывают люди. Почему не решается вопрос, почему так долго тянет, почему не помогают, чего хотят. Вот сами украинцы, с которыми я разговариваю, говорят, что здесь ситуация такая, что всем управляет, не мы, украинцы, управляем, а управляют вот эти страны, большие Америка, Китай и Россия. Это они когда захотят, тогда, мол, и прекратится война. Возможно, что в чем-то они правы, в то же время без участия в этом вопросе самой Украины, самого украинского народа не может быть ничего сделано. Никто не может остановить войну, если даже они захотят, если украинцы сами этого не пожелают. Ну, а они пожелать они могут только так, как вот им, значит, заблагорассудится. То есть так, как у них есть в Конституции, как есть в международном праве. И когда им навязывают ту линию, которая неприемлема для украинского народа, то на всех этих встречах, которые бывают Саудовской Аравии или других стран, всегда происходят какие-то разговоры о том, что вот там, вот тот главный самый вопрос, вот там это самый главный вопрос, там, собственно, не обсуждается. И в итоге после их разговоров всегда выходит дело к тому, что мы все видим, что все же там что-то получилось. А что получилось? Ну, решили обмен пленными, там 150 или 200 на 200, сейчас 151 говорят, так друг друга обменят, это идет все хорошо, но вся же встреча все же была полезна. А главный вопрос, который стоит на повестке дня, остановить войну, вывести российские войска с территории Украины, со всей территории, это вопрос, как бы, значит, видно, до этого еще не дошли, еще вот как бы это не созрело, получается. Почему это не созрело? В чем дело? Вот мы этот вопрос здесь вот можем обсудить и сказать свое мнение. Вы можете тоже задать вопросы, свое мнение сказать, я думаю. Но мне кажется, главное то, что действительно Россия, нынешняя Россия – это империя, которая, значит, отсоединилась от Советского Союза. И потом она, после того, как РСФСР отсоединилась от Советского Союза, она начала формироваться снова в империю.
малую империю с целью возрождения большой империи. Еще больше империи, чем вот был сам Советский Союз, и там историческая Россия и все такое. И с чего это они так вот задумали вот это создать? Кто это идет? Это идет. Потому что во главе этой империи, когда разваливался Советский Союз, во главе империи остались те же самые имперцы. Эти руководители этих коммунистических, скажем, регионов, областей, республик, которые были тогда, они были по сути имперцы. Они говорили «Великий Советский Союз», «Великая Россия» и пытались как-то, значит, когда у них получилась ситуация такая патовая, не знали, что делать, как накормить народ, Горбачев, который появился в то время, он принял решение о перестройке, гласности, демократии. Мы об этом часто говорим, потому что именно это должно быть лежать в основе того, чтобы мы поняли, что происходит. Горбачев тогда пытался сделать что-то такое, чтобы не было, как говорится, большой крови. Все равно без крови не обошлось бы, конечно, да, это было, до этого был и Казахстан, и Фергана, и Баку, мы знаем это еще в советское время. Потом тоже это все вот так вот крутилось. А почему все это вот так вот поднялось? Почему в этом Советском Союзе не было возможности такой огромной стране с такими ресурсами, не было возможности накормить свой народ, дать просто пищу, чтобы он покупал, чтобы работал. Потому что система власти была не та. Система власти была построена на диктаторском режиме. Никто в этой стране не мог быть свободным, свободных людей не было. Никто не мог создавать свое производство и не мог ничего делать. И поэтому в итоге получилось, как в отличие от других стран, которые были, вот западные страны, ну, азиатские, Япония, там, Тайвань, другие, Южная Корея, как они делали? Они делали все для того, чтобы можно было бы в этой стране человек, чтобы не умер с голода. А здесь получалось, в Советском Союзе все уже стали за хлебом даже, километровой очереди. Что бы мы ни говорили, вся суть развала или коллапса этой империи, хотя это исторически было предопределено, исторически это должно было и случиться, так как мы знаем, что в прошлые века империи рушились по своей несостоятельности. Так и здесь это должно было быть случиться. Но в данной ситуации все произошло по другой причине. По причине того, что не могли прокормить, дать хлеб, кусок хлеба своему народу. И этот хлеб, кусок, они протягивали руку у других западных стран и просили, чтобы это было. И поэтому здесь создались такие ситуации. Вот я помню себя, я тогда был молодой человек и думал, что такое, что за страна? Как это может быть так в такой огромной страной, которая управляют такие великие люди, якобы, коммунистическая партия и все такое, и они не могут даже обеспечить нас и хлебом, и питанием. В чем дело? Куда они смотрели? Эта же страна победила во Второй мировой войне. Вот это все мы знали. И казалось, да нет, такая страна нам не нужна. Не только я так думал, многие, ну, буквально все так думали, которых я знал и видел, и независимо от национальности. Чеченцы, русские и другого, которые говорят, ну, все говорят, что такое? Это же, это не система, это не власть. Поэтому, исходя из этого, получилось так, что сейчас, после вот всей вот этой вакханалии, которая тогда случилась, они решили пойти по пути создания нового государства, о котором мы говорили с Горбачевым. Ему это не дали сделать, но затем взяли и, собственно говоря, развалили Советский Союз. Развалили, не спросив ни по каким правилам, а просто по своим понятиям развалили. Они развалили Советский Союз, а развалить они могли только на те части, которые были в составе этого Советского Союза. В составе этого Советского Союза, в тот момент, когда разваливался Советский Союз, и 35 республик, которые были равны по статусу,
уже союзные были республики, по статусу они были уже 35. Об этом любит умалчивать Москва. И все эти имперцы об этом молчат. И все наши враги всегда об этом молчат. А было 35 союзных республик, из них 3 Советский Союз признал, осталось 32. Так вот, этим 32 республикам, которые должны были создать свои государства, избрать свою власть и сказать, в какой стране они собираются жить. В составе, значит, какой-то другой страны войти, или, значит, создать какую-то конфедерацию, или, значит, создать свое государство. Вот эти 3 момента международное право позволяет. Так вот, после развала только, не имея в виду эти 13 республик, только 13, 3 республики балтийские, еще только 13 республик, в том числе и Чеченская республика, создали свое суверенное независимое государство. Чеченская республика создала. Другие республики, которые я имею в виду, среднеазиатские, закавказские, так скажем, хотя это не закавказские, но все равно, они тоже, значит, приняли решение, декларации и приняли закон о создании своего государства. И Чеченская республика точно так же после развала СССР приняла, значит, свою конституцию суверенного, демократического и независимого правового государства. Исходя из этого, мы рассуждаем сейчас. Что же вот происходит после этого? С чего это началось, что Ельцин, который говорил, что мы пойдем по пути демократии, мы пойдем по пути реализации, значит, свободы личности и все такое, в конечном итоге после 500 дней, которые они планируют, 500 дней там было, Явлинский готовил, там еще что-то было. После этого они развернулись и начали действовать совершенно в ином направлении. Они совершили государственный переворот в своей стране. В октябре-ноябре, значит, расстреляли Верховный Совет, а затем после этого они, значит, приняли законную конституцию, в которую они совершили государственное преступление. Они взяли, вписали в свою конституцию новую, незаконную, Чеченскую республику, которая не подписывала с ним никакие договора, не входила, и наша республика не должна была быть в составе их, потому что мы раньше, чем, скажем, это Российская Федерация России, создали свое государство и приняли свою конституцию как независимое суверенное государство. Они придумали какую-то там байку о том, что вот эффект домино, если Чечня выйдет из России. Так Чечня и не была в составе этой России. Она создана была только после того, как мы создали государство. Это Российская Федерация России, это страна, которая создана подписанием республик, которые социалистические союзные республики. Есть перечень, кто подписывал. Все Татарская союзная республика, там Кабардино-Балкарская союзная республика и другие вот эти все подписаны. Об этом тоже умалчивает эта российская пропаганда и эти самые вот либеральные демократы, которые находятся здесь на Западе. Они все здесь, когда говорят, пытаются изменить ситуацию, говорят, вот мы дадим, вот как они говорят, вот сейчас, говорят, мы в составе там России находятся какие-то республики, которые должны получить независимость. Так для Чеченской республики не должно быть этого. Чего же они нам навязывают? Вот какие деятели теперь вот приходят, они говорят, мы не за независимость, за то, чтобы вышла Россия из территории Украины, а про Чеченскую республику они забывают. Значит, мы должны понимать четко и ясно, что эти люди лукавят, это лицемерие. Если это они демократы, если они, и, скажем, изменились, стали демократы, так почему они молчат про Чеченскую республику? Почему они на Западе здесь, когда встречаются с людьми, которые работают на Кремль, которые работают изначально на Кремль? У нас много разных людей, и некоторые из них, начиная еще с 94-го, 3-го года, работали на Кремль практически все. Они работали не просто там, мы паспорта их видели или трудовые книжки, они работали, мы видели их действия, принимаем их решения, их заявления, их разного рода
э, какие-то там потайные съезды, где они об этом говорят открыто. И вот поэтому вот мы видим, что после вот развала Советского Союза появилось вот столько вот государств, и теперь эти республики, которые незаконно тогда были введены в состав этой Российской Федерации, незаконно. Они законно вышли, по праву вышли из Советского Союза, их незаконно хапнула вот эта новая Российская Федерация России. И подписали эти договора. Кто подписал? Эти договора, этот федеральный договор подписали бывшие коммунистические лидеры, которые сидели в этих областях и республиках. Они не имели права на это, потому что они народ не спрашивали. Теперь на Западе вот находятся разного рода представители, действительно, они представители, переживают, видно, за это, я вижу это тоже. Они хотят решить этот вопрос. Но вопрос должен стоять именно в правильном направлении. То есть, если правильно этот вопрос не ставить и говорит о том, что выход из состава России, то этот вопрос откладывается на, может быть, десятилетия, а может быть и больше. Ведь вы, скажем, эти республики были незаконно, значит, втянуты в эту Российскую Федерацию, Россию, отняв их право на создание своего государства. Я уже не говорю то, что они незаконно вписали нашу республику в состав своей конституции, а потом еще 5 раз на Чеченскую республику нападали военным путем. Более 250 тысяч человек они убили. Так с чем мы имеем дело сегодня? Что говорят вот эти вот, скажем, либералы, которые теперь собираются в этом, в ПАСЕ? Для чего они собираются? Но главным образом для того, чтобы сказать, что вот Запад все же он хочет показать свою демократичность, свободу слова, показать вот мнение, которое есть в отличие от Путина, есть, допустим, у этих людей. А у этих людей какая, значит, позиция? Они за то, что вот Чеченская республика вышла из состава Российской Федерации России. Другими словами, они говорят, что мы являемся частью России. Так это надо же понимать. Давайте поднимем все бумаги, давайте посмотрим все документы, давайте посмотрим, было ли это так или нет. Да, все было не так, как они говорят. Они прячут, они скрывают. И теперь эти люди, которые есть от разных республик, которые на Западе есть, они должны понимать, что происходит и какую задачу ставить. С моей точки зрения, надо ставить задачу такую – освобождение территорий, которые были захвачены в 1992 году Российской Федерацией России. Властью РСФСР захвачен, незаконно втянутый в состав Российской Федерации России. Потому что народы этих республик, ни одна республика не проводила референдум о, значит, избрании власти, не принимала в соответствии с новых условиях, с новым статусом свою, значит, конституцию и не проводила, собственно говоря, не могу я сказать за всех, но не одна-два республики пытались это делать, Татарстан и Башкортостан. Но им тоже, их тоже, как бы, скрутили. Поэтому нужно вот оттуда начинать. То, что было отнято, надо вернуть, а не то, что, значит, сейчас мы являемся частью России. Помните, Путин садился там и говорил, это в СССР можно было выходить из состава СССР, а у нас из России никто не может выйти, у нас в Конституции такого нету. В общем, вот такая складывается ситуация. И теперь, когда мы говорим о том, что происходит сейчас вот с этой новой империей, что вот Трамп попадает в ловушку их, мы видим это каждый день. Или это ловушка, или это, значит, какая-то вот ситуация, которая разворачивается таким образом, что мы все даже во всем мире не можем понять, что происходит. Но ясно одно, вся ситуация разворачивается так, чтобы, допустим, изменить ситуацию против современного международного права, которое было принято после Второй мировой войны. Можем ли мы с этим согласиться? И кто будет формировать это новое международное право? Вот в чем вопрос. Претенденты здесь есть. Это 3 вот эти страны или 4-5 большие страны, а все малочисленные народы, их небольшие территории, эти республики, они хотят снова поднять под себя
Как это будет происходить? И здесь мы не должны, как говорится, пропустить этот момент. Вот о чем я хочу сказать. И как бы то ни было, Трампа могут вести и обманывать. Но он еще не такой, как говорится, человек, чтобы его можно было обмануть. Но политики или эти люди, которые сидят и работали сотнями лет, разрабатывали вот эти вот спецслужбами эту всю ситуацию, могут его обмануть. Поэтому это нас очень волнует. Его заявление по поводу захвата некоторых территорий, все это как-то он, значит, понял, что это нельзя делать. Но что произойдет? Вот мы об этом говорим. Сейчас в Украине вот эти переговоры были, вернее, в Абу-Даби, и ничего, снова стоим на том же уровне. На том же уровне, никто не знает, что будет. Снова идут переговоры, они бомбят, убивают людей каждый день. Ну как это можно допустить? Весь мир смотрит и это допускает. Почему не скажут прямо Трампу, то есть этому Путину, остановись? Почему не скажут прямо остановись? Если не остановишься, будет вот это, вот это, вот это. А рычаги у них есть? Есть. Мы знаем, что есть. И чего опасаются они? Так выходит, что вот эта ситуация, которая складывается, из этой ситуации каждый из них пытается выгоду себе значит, приобрести, в выгодном положении остаться. А чтобы решить в целом всю задачу, вот такая вот ситуация. Вот, Аслан, я на этом закончу. Пусть, если будут вопросы, давай продолжим. Баркалая, Дейресуль. Аят, сегодня я задаю вопрос нашим зрителям, и здесь указал, согласны ли вы тем, что покушение на Алексеева спектакль. 49% ответили да, 51% ответили нет. Как вы бы ответили на этот вопрос, Аят? Но я отвечу в большей степени, что это спектакль. Что это как спектакль. Уже всем ясно, что это как спектакль выглядит. Потому что можно решить этот вопрос, но в интересах тех или иных, или личных интересов, или в интересах какой-то там системы власти, или в интересах чего угодно, или боязни чего-то, как что-то может секретное против кого-то раскрыть. Здесь вот много вот таких вот движений, которые мы видим, так? Здесь вот Мгм. такая ситуация. Поэтому решительно этот вопрос вместе договориться могли бы все эти страны и сказать этому: стой, хватит убивать людей, давай действовать в рамках международного права. А они пытаются все сказать, что в этих условиях можно как бы, значит, восточные территории Донбасса или Крыма или что-то отдать. Как это может быть? Значит, получается, тем самым, значит, получается ситуация такая, что потом можно будет и другие территории захватывать. Скажем, любые другие большие страны тоже могут захватывать. Ну, допустим, Китай там, что он хочет захватить, там Индия, может быть, свое что-то, Америка свое. Ну, сами понимаете, о чем я говорю. Вот к этому когда прецеденту хотят прийти, можно ли это допустить? Конечно же, нельзя. Поэтому это какой-то спектакль. Пока что мы рассматриваем это как спектакль. Больше ничего здесь вот нельзя сказать, я думаю. Мгм. Аят, знаете, вот ситуация, которая разворачивается вокруг вот этих переговоров, она очень необычная, как вы говорите, как никакого результата. Говорим, 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 о чем-то переговариваемся, а толку никакого не бывает. И ситуация с этим убийством или покушением на убийство Владимира Алексеева тоже очень она показательна в этом. Идут переговоры, и теперь Россия может прямо сказать: все, мы никаких переговоров с террористами не ведем. И фактически то, что делали американцы, Трамп, это все обнуляется автоматически. Кому это выгодно? Это выгодно только России? Или есть, как вы считаете, может, есть в Украине силы, которые были бы не против того, чтобы... Украине невыгодно это. Украине не вы то, что они там убивают своих генералов, да, и потом эти стрелки переводят на украинцев или на других, это вопрос другой. Это вопрос их внутренней контроля, внутренней власти. Надо следить и охранять, если они говорят об этом. Причем тут всякое. То они говорили, что украинцы там чуть ли Путин не хотели убить, это оказалось всё фейк.
обман. Теперь они это говорят. То есть они всегда придумывают что-то что не является, из пальца высасывать, и вот потом начинают вокруг этого вот это все говорить. Украине это невыгодно однозначно. Почему Украина должна в этой ситуации, ведя переговоры, вот устраивать вот такой момент? Они вот переводят и говорят: "Вот не могу". И Трамп говорит: "Да, сейчас что-то такое, не то, все тоже говорит. Почему? Мы не понимаем. Или кто-то понимает, может быть, но в целом это непонятно. Я так думаю. Почему такое отношение? Но в то же время говорят, что сейчас вот будут даны эти "Хаммерсы" или другие как ракеты, которые, говорят, вот, нужны для Украины. Что будет это, если остановишься. Вот эти разговоры идут. То есть всегда вот какую-то такую наживку кидает: вот, вот, вот. Но когда вот дадут эти ракеты, когда дадут это оружие, и когда Россия уже увидит, что Путин увидит, что больше нельзя это творить, вот тогда мы уже будем знать, что действительно слово Трампа не расходится с его, как говорится, делами. Но пока что они занимаются этой политикой, которая вот так вот мы с вами говорим. Мгм. У меня такой вопрос, как так сказать, может быть, немножко субъективный. По отношению к нам международное сообщество нарушило все возможные принципы, которые она десятилетиями декларировала. Международное Да-да. право в отношении от нас не соблюдалось от слова совсем. Россия, которая совершала геноцид на глазах всего мира, принималась в G7, G20, там, на мюнхенские разные конференции и так далее. Да-да. Как вы считаете, для нас, для чеченцев, это же лучше, на мой взгляд, что вот это международный правопорядок, миропорядок, он рушится. И, по крайней мере, прямо заявляют о силе, о праве силы, а не силы права. И как вы считаете, вот персонально для нас, для чеченцев, это же лучше или нет? Ну, для нас оно, было бы лучше, если бы это было б справедливо. Но справедливости ради мы должны говорить, что наш народ проявил свою волю, так, и в Мгм. рамках действующего международного права, несмотря на все, заявил о том, что мы создаем свое государство. И в рамках и народ проголосовал за это. И народ после этого 5 раз, бился и умирал, за то, чтобы освободить свою территорию, так? Да. И теперь, они систему изменят, и мы как бы должны снова с нуля начинать, что ли, в новых Нет, нет, правилах? нет, нет, у нас Ну, вот есть. я и говорю, получается, ну, тогда надо, сказать, что вот эти все правила, которые есть, да, они, значит, остаются, и какие-то дополнительные новые правила, но мы же не верим с тобой, что они что-то сделают хорошее для людей. Они же не сделают этого. Не верим. Поэтому нам надо держаться того, что есть, и то, что есть, стараться, где-то огрехи или недостатки современного международного, где-то как-то это, значит, ну, отрегулировать, чтобы или чтобы это было под контролем каким-то, и не давать это 5 странам, только 5 странам, чтобы они могли там наложить, как говорится, Вето. печать, и все, вето, никаких разговоров, любое решение. Поэтому мы не можем вот все эти годы, Россия находится в Совете Безопасности, на любое решение топ, они накладывают вето, печать нет, и все. Я много раз вот бывал в ООНе, в Совете Европы, в других местах, так, и везде. И везде Россия вот это делает, и все нас вот, там, значит, глушат, не дают. То есть получается, что эти страны, теперь мы видим, они что они делают? Что они делают после того, как напали на нашу республику? Говорили террористы, бандиты, на самом деле этого не было. Нет. Никаких террористов, бандитов не было. Мы защищали свою страну, свой очаг, незаконно вторгшего врага. И после этого, когда вот это все произошло, мы столько бились, начиная до 91 года, так, Мгм. по 2007 год практически бились. И вот посмотрите, что произошло. Они после этого напали на Грузию, потом на Украину, снова на Украину. Они держат Молдову часть, так?
Они, значит, держат и другие, там, Белоруссию, другую. То есть она это все разводится, все более и более пытается расшириться и подчинить себе эти страны, не просто так подчиниться, а подчинить, а захватить их территории, назначать там людей, назначать там внутреннюю политику, не давать им языки свои изучать. Ну, мы же знаем об этом, да? Да. Поэтому вот это изменение, которое нам никто ничего не предлагает нам сказать, то есть это решение должно быть принято, но оно должно быть справедливым, вот что я хочу сказать. А мы имеем базу современного международного права, написано все хорошо, но нет контроля за этим, нет контроля, чтобы можно было следить исполнение его в любой части, скажем, международного сообщества, в любой стране. Чтобы вот, допустим, сделала незаконные дела какая-нибудь власть в любой стране, да, вот подняли против него, вот ты такие тебе придется вот то-то, то-то тебе делать. Вот это как есть, э, как закон о люстрации, к примеру, вот Мгм. есть в разных странах. Вот у нас даже когда вот было, мы делали это, принимали закон о люстрации, там даже у нас принималось решение, там не то, что они не могут преподавать или работать там, или где-то там еще. Некоторые даже договорились, что им шапки даже нельзя носить вот так вот по выходе. То есть они их вот такое вот. И здесь что-то должно быть такое, которое будет, ну, станет препятствием для того, что нарушалось то, что заложено, скажем, в международном праве. Вот так я думаю. Сон. Баркала, тоже интересный парадокс появляется в связи с признанием в 2022 году Украины, Чеченской Республики Ичкерия, и с тем, что человек, который позиционирует себя проводником этой идеи, Ахмед Закаев, напрямую отвергает постановление Верховной Рады, которое было направлено, как мы знаем, в ООН с призывом к другим государствам последовать примеру Украины, признать, то есть геноцид и оккупацию нашей страны. И Закаев отказывается от фундаментальной основы нашего государства о выборе народа, о съезде, о общенациональном съезде чеченского народа от 25 ноября 1990 года. И получается такая какая-то странная юридическая коллизия. Украина признает нас на основании выбора нашего народа, а Закаев переключается на 97 год и говорит о том, что вот основной документ – это то, что Ельцин подписал с Масхадовым договор о мире и принципах взаимоотношений, которые он сам нарушил. Фактически подставляет Украину, и получается, что Украина вмешивается в внутренние дела. То есть премьер-министр, который себя таким называет, фактически говорит, что мы часть России, а Украина говорит, что Чеченская Республика оккупирована и над нами совершен геноцид. Как вы к этому относитесь, Аят? И как быть в этой ситуации, чтобы и украинцы не потеряли лицо, и как бы вот этих самозванцев как-то Да, да, урезать, ты прав. обезвредить? Начиная, скажем, 2001 года, да, мы это часто, я повторяю это, в 2002 году, потом Мгм. снова в 2002 году в конце, это Швейцария, Лихтенштейне, потом Копенгагене. Там эти люди, тех, которых ты называешь, принимали решение, которое противоречило воле чеченского народа. То есть они говорили, что наша страна является частью России. Это было бы достаточно. Допустим, для нас это достаточно. Но дело в том, что само в современном международном праве а, и другие вот западные страны, и, скажем, ну, все западные и другие страны считают, что Чечения, территория Чечни является частью России. Они после того, как нарушены все права, которые, значит, являются фундаментальным в международном праве, и в соответствии с этим мы создали свое государство, нас они считают частью России. Понимаете? Понимаешь? И раз они считают нас частью России,
Нам вот с этим надо бороться, с этим мы должны объединиться здесь на Западе и показывать, что ситуация именно вот такая, что вот там написано, а наши права нарушаются, и должно быть это, значит, преодолено. Для этого нам надо на Западе и во всем мире работать. А вот эти вот люди, которых ты сейчас говоришь, он и другие, и разного рода, значит, люди, которые здесь на Западе, и некоторые блогеры, и некоторые, значит, деятели себя изображающие, которые натворили вот эти дела, были участниками вот этих всех событий, начиная с 2001 года и по последние 2017 и далее, значит, лет, так, они занимались этими делами, и теперь в какой-то момент, вот когда вот были вот эти вот коммунисты, помнишь, еще в Советский Союз, они перекрасились и сказали, что мы демократы. Одели Да. пиджаки красные, там, желтые, синие, они демократы. Так и эти. Раньше они были, как ты говоришь, против. Они были против того, что помощь Украине даже оказывали, когда туда Иса Муная со своей бригадой Ага. организовал. Они были, выступали прямо против. Потом они перекрасились, они там, где им удобно, туда это говорят, и это в пользу, как бы, значит, себе они это делают. А Западу, западным странам, нашим вопросам просто отворачиваются практически. Отворачиваются, не хотят смотреть. Ну, в целом это принято как бы, а нам нужно здесь, на Западе, с этим бороться. Мы должны здесь показать, что это не так, что это было незаконно, Мгм. против нас вот это вот все применение. А если против нас это применено, и сегодня, значит, они позволят это еще Украине сделать, то это значит, все, это, как говорится, барьер переходит, и они дальше будут этим заниматься. И это возможно, любая страна потом большая скажет, а вы вот там делали это, скажет. Так что в этом плане действия этих самозванцев, это очевидно, что они этим занимаются. Есть документы, которые они сами принимали. Они об этом молчат, ничего не говорят, а им говорить-то нечего. Они не могут ничего сказать Да. в оправдании свое. Они язык откроют, и тут же они на вопрос, который им придет, они смогут ответить, почему они это делают. А мы знаем, они ответы лежат в их вот заявлениях, в этих принятых решениях, в тем, чем они занимаются. То есть сегодня вот эта команда, о которой ты говоришь, и те, которые сегодня якобы от Чеченской республики или от чеченского народа находятся в этой платформе, которая находится в Совете Европы, это не наши люди. Они не имеют к нам никакого отношения и к нашему народу. Они всегда были против нас. Это разговоры о том, что они говорят, мы там были теми. Может быть, вы когда-то там были темы, и посмотрите, что о вас говорит наш президент, и первый, и второй, и третий, и послушайте, что сейчас наши люди о вас говорят. И эти люди, которые на Западе, тоже не должны обманываться в этом вопросе. Эти люди, они предавали нас, нашу страну, наш народ, они предадут и вас, конечно. И потом не говорите нам, что это были чеченцы. Вот что я хочу сказать. Нет, это вы сами их получаете от них какие-то медали, какие-то ордена, которые не имеют никакого веса. Это же самозванцы. Они этим Да. занимаются и говорят, что вот мы где-то делаем, мы этим займемся, мы там, значит, решим этот вопрос. Что они могут решить, если они находятся на платформе защиты интересов Российской империи? По всей их деятельности это так. Мы можем вот поднять документы, вот, они есть в интернете, и мы скоро и выложим все это, я выложу это все. Так что вот такая ситуация. Баркалает. Иса Ахмадов. США в период Второй мировой войны не только участвовал в антигитлеровской коалиции и являлась гарантом безопасности именно Европы. Что случилось с США сегодня? Это один вопрос. И второй вопрос. Все началось с предательства Западом демократии Ичкерии? Второй вопрос. Ну, что случилось, я уже сказал, с предательством не то, что Ичкерии. Вообще сам принцип, когда вот разваливали Советский Союз, то его развал, я сказал, что они его начали не по правилам разговаривать, а по понятиям.
по понятиям. Вот там они начали вот это как бы делить. Это твое, это мое, это снова мое, это твое. Вот они это начали делать тогда. Но, допустим, чеченский народ тогда свою, как говорится, линию здесь отстоял и боролся, так? А они, когда говорят, что все вот они, чеченский народ такой-то бандит, все. Нет, на самом деле это не так. Они планировали еще тогда, и еще в 91-е, 2-е годы планировали тогда воссоздание империи. Мне приходилось с ними встречаться в разных местах, и в Москве, и в других местах. И они всегда об этом говорили и пытались нас, вот чеченцев, чеченскую власть, чтобы мы с ними соединились в этой, как говорится, их преступной деятельности. Мы, естественно, не соглашались и не хотели с ними иметь в этом отношении никакие, значит, действия. И здесь сейчас говорит, конечно, с тех пор это началось. И, в принципе, это не только против нас, да, но еще ранее в самом современном международном праве, многие об этом говорят, и специалисты, есть такие положения, такие вот моменты, когда вот представьте себе, что вот решается вот вопрос какой-то, да, этот Мгм. вопрос решается, скажем, в ООНе, да, или в другой международной организации, скажем, правительственной, да, решается, и на это может наложить вето 5 государств, любая одна страна, не все 5, а одна. Вот, допустим, Россия, нет, не будет этого. Все. Значит, вот здесь и заложена вот эта вот, как говорится, мина, которая дает возможность этим большим странам творить то, что они хотят. И притом с них Да. спроса как бы нет. Вот сегодня мы видим, никакого спроса с них нет. Вот что творит Россия, что творит она внутри своей этой империи нынешней, против народов этих там, ну там не буду перечислять, что она творит вокруг лежащих государств, вот, допустим, среднеазиатских, закавказских, Украина, это же совершенно недопустимо. Это же недопустимо. И теперь, когда этот вопрос должен как-то решиться, и этот вопрос должен как-то решать, скажем, президент Трамп, потому что великая страна, самая мощная и все такое, и он не может это пока что решить, и вот такая ситуация. Так Мгм. что здесь вот так вот все закручено, Иса. Вот что я хочу сказать. Да, очень странно, Аят. Нацисты с коммунистами начали Вторую мировую войну, повоевали, втянули весь мир в эти войны, в эту войну, глобальную войну. А потом расплачиваемся мы все, и потом коммунисты оказались еще теми, кто имеет право вето после окончания этой войны. Просто Да-да. невероятно. И коммунисты, и нацисты, еще неизвестно, кто их более вреднее. Коммунисты вреднее были, я Да, думаю, хотя оба два сапога да, пара, но, на мой да, взгляд, хуже вот этих коммунистов и советских не найдешь просто. да. Ясно. Вот по поводу переговоров. Сегодня как раз Deutsche Welle писала буквально перед началом своего стрима, зашел и обнаружил такую интересную статью, которую они немножечко раскрывают секреты по поводу переговоров, которые были. И вот смотрите, делегация в США на переговорах в Майами и Абу-Даби предлагала украинским представителям заключить мирное соглашение с РФ уже в марте 2026 года. При этом окончательное решение по прекращению боевых действий осталось бы за жителями Украины, для чего в мае должен был быть проведен референдум, совпадающий с национальными выборами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на 5 источников, сохранивших анонимность. Однако указанные сроки вряд ли могут быть исполнены, поскольку в условиях военного положения только организация выборов в Украине займет около 6 месяцев, указывает Reuters. Помимо этого требуется законодательное изменение из-за запрета на проведение выборов в условиях войны. Киев также требует гарантии безопасности для Украины со стороны США и других партнеров, прежде чем согласовывать договоренности. Кроме того, по данным Reuters,
на переговорах не удается определить судьбу Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции, ну и так далее, и так далее. Подчеркивается, что в случае проведения референдума в Украине жители страны могут отклонить любые территориальные уступки РФ. На данный момент Россия оккупирует около 20% территории Украины. Вот смотрите, вроде бы теперь мы немножко понимаем, что вроде бы выборы какие-то они говорили в Украине, что выборы будут. Но вот видите, какие-то уже планы строятся, что реально хотели остановить, провести референдум, провести там, может быть, выборы президента и так далее. И знаете, мне вот эта ситуация напомнила ситуацию наших переговоров в 96 году, 97-м, ну, в начале, скажем так, 96-м, когда еще война шла, и когда Яндарбиев встречался еще с Ельциным в Москве, и какие-то люди, которые участвовали в переговорах, фактически были предателями нашей стороны. И вот в этой связи, как вам кажется, американцы хотят заключить договор, оставив часть территории Украины России? И не похоже ли это на то, как нас принуждали к миру, фактически став частью России, вот, со стороны международных наблюдателей? Как вы считаете? Повтори вопрос, а? Значит, я здесь вот мне Э, кто-то позвонил, я глянул. Да, я спросил, вот, мне немножко напоминают эти выборы, эти переговоры, которые сейчас проходят в Абу-Даби, с теми переговорами, которые прошли у нас. И фактически нас подводили к тому, тот же Тим Гульдеман, тот тоже ОБСЕ, то есть международные наблюдатели, подводили нас к тому, что мы часть России, хотя они должны были быть независимыми. Может ли со стороны нынешней вот, администрации США, которая принимает участие в выборах, быть такая же программа, что, ну, дайте что-то, не все, конечно, но дайте что-нибудь России, и давайте на этом вопрос закроем. Ну, вот насколько известно, есть закон, который еще в первую свою каденцию подписал Трамп, в котором сказано, что он должен защищать Украину, чтобы ни пяди земли не отдать, если на нее нападет Украина. Это он подписал сам. Есть и другие вот законы, которые и ситуация международного права, и в котором не позволяется, в принципе, не позволяется изменение границы внешней стороны. Это Хельсинские декларации и принципы 1975 года прошлого века. Так? Так что вот это все как бы, не позволяет это делать и не позволит сделать, с моей точки зрения. Просто они раскачивают ситуацию таким образом, чтобы сама Украина согласилась, сама Украина. Они толкают ее в пропасти, чтобы она согласилась, допустим, Украина или украинский народ, чтобы провел какой-то референдум и согласился передать эту территорию России. Вот к чему они толкают Украину. А это будет тоже, скажем, прецедентом, что они и другие. То есть не нарушается, да, закон, который Трамп подписал, не нарушается международный принцип так. Но я не знаю, как это будет выглядеть сейчас, но в целом это незаконно. Вот что я хочу сказать. А если это незаконно, это может всплыть еще в худшую форму. Это будет развитие, это продолжение будет войны. Это не остановка и не решение вопроса. Вот что это будет. Вот что я думаю, Руслан. А в случае, если США, например, железобетонно гарантируют, как они, например, Ну, они Израиль, железобетонно, да. Мгм. Железобетонно они гарантировали, когда отдавали вот атомное оружие, и теперь чего? Видишь, вот так вот. Верить нельзя. Вот они когда отдавали будапештские эти договоренности, да. все там железобетонно было как бы. А теперь вот началась война, они как бы в стороне, видишь? То есть верить этому нельзя. Но я говорю свое мнение, и я думаю, что в Украине это понимают лучше, чем я. Они Мгм. хорошо это понимают. Такая ситуация. Мгм. А какой выход вы тогда увидите из этой ситуации? Выход здесь, такой, что, если эта территория будет захвачена, значит, как бы здесь, остальной мир, здесь вот Европа сейчас же, она напрягается, скажем так, для того, чтобы решить эту проблему и,
чтобы Россия убралась с территории, скажем, Украины. А она все упирается. Вот они собираются, они же могут санкции ввести, могут еще другое, третье делать. Будут снова обсуждать, будут снова думать, где-то что-то решать будут, смотреть на это. А какой еще выход? Здесь и вот это то, что он затаскивает всех вот таким образом, скажем, Путин, и пытается вот это незаконное действие делать, это ложится пятном и на эти страны, на того же Трампа, на Соединенные Штаты Америки, на другие. Это будет пятно на них, как они себя ведут в этом вопросе. Они сейчас еще могут сказать, что мы хотели это мирным способом решить, не могли. А в конечном итоге им придется что-то делать. А этим временем Украина, она уже не сидит на месте, она уже создает свои ракеты, она создает свои дроны, она создает свое вооружение. Им в этом смысле есть какое-то содействие с Запада, ну, европейские страны, ну и та же сама Америка, так? И Трамп еще не вечен, он через вот сейчас в октябре или в ноябре будут выборы, посмотрим, кто там выиграет. И вряд ли он выиграет сейчас. Вот такое мнение существует. Потому что если Сенат и Конгресс будут уже большинство, скажем, демократов, все решения, которые он принимает, они могут отменить и создать ему это импичмент. То есть убрать его с этой должности могут. То есть здесь вот такие вопросы, которые не решаются, скажем, взмахом, кажется, меча. Вот так. Это должно быть вот Палочки. так вот, да, потихоньку, Мгм. насколько мне понятно. Ясно. Смотрите, когда был так называемый мятеж, которого не было, Пригожина, тогда Кирилл Буданов говорил, что это настоящий, хотя было очевидно даже мне, что это абсолютно такая инсценировка, никакого такого мятежа я не наблюдал, по крайней мере, казалось, что все это выглядит как спектакль. И я тогда предположил, что, скорее всего, это для зачистки недовольных ходом войны, ходом так называемого СВО, ну, и либо и для перегруппировки своих войск, там они там какой-то маневр делают. Но на Западе, например, Джо Байден, тогдашний президент США, он как бы посчитал, что вот сейчас что-то произойдет. Прям его речь тогда, как раз перед этим мятежом, было понятно, что что-то произойдет. И он как бы, я так полагаю, он рассчитывал на то, что там Пригожин сможет изменить систему власти в России, и тогда война закончится. И вот сейчас то же самое. Не кажется ли вам, что США слишком много обманывают, и они дают себя вот так обманывать? Либо, как вы считаете, они, может быть, в курсе, что происходит? Ну, что там, Соединенные Штаты так просто не обмануть. Они в этом смысле, я думаю, идут впереди на несколько шагов и понимают, что они расчеты делают, сколько у них этих институтов, сколько у них этих расчетов. И, естественно, они, как сейчас вот приняли решение, прежде всего Америка. Америка- это первое. Вот у них задача такая, что они сейчас так приняли, да, свою концепцию военную и всё такое. Они под это выстраивают свою линию. Поэтому мы можем исходить из того, что они здесь хотят, не то, что там их обманут или нет, когда там Пригожин куда-то шел или Мгм. что-то. Это было как бы внутреннее дело, эта ситуация могла как-то изменить, положение, скажем, власти внутри, России. Но он не дошел до Москвы, как мы знаем, не дошел, и вопрос решился в пути, как говорится, в пути. Здесь и наши некоторые деятели там пытались ему вторить, кричали, что мы там сейчас то сделаем, мы сейчас референдум проведем о статусе. И такие наши заблудшие, люди, тоже не понимающие, как до сих пор, кто были такими. Они все время с одной крайности в другую крайность, кидаются. Поэтому эти люди тоже вот так себя вели. Люди не понимают, что происходит в целом, так? Да, Мгм. это трудно понять, если ты не в теме, конечно. Мгм. Если ты рассуждаешь категориями, совершенно отвлечённой от реальности. Вот такая ситуация. Поэтому здесь, конечно, Америка, она могла рассчитывать на то, что потому что этот Пригожин управлялся не
Америкой. Он Конечно. не был их агентом. Поэтому они надеялись или думали, если он там что-то сотворит, тут же что-то, какое-то решение предпринять в пользу того, чтобы решить положительный вопрос, в первую очередь для себя, а потом, конечно, и для, остального мира и Украины. Мгм. Так я думаю. Да, ну я имею в виду, знаете, то, что вот само это убийство такого, ну, замгуру, он, по-моему, да, был Да. очень высокопоставленный человек. Кстати говоря, уроженец Украины, Винницкой области, и тоже очень показательно, как граждане Украины, вчерашние родившиеся уроженцы Украины, становятся врагами Украины. Тоже Но это очень это не новое. И у наши люди тоже такие же есть. Вот есть, мы конечно. говорим, да, мы это видим. Ну, такой высокопоставленный, начиная от Матвиенко и так далее, тоже. А у нас был Хасбулатов, помнишь, еще выше. Да-да, был Хасбулатов. Да-да, как Да, говорится. были. И Да. сейчас они сидят там, рассуждают, обвиняют, что угодно сочиняют. Те, которые перешли на ту сторону, скажем, сидят, из пальцев высасывают какие-то истории, во всем обвиняют даже президента, обвиняют там, что, ну, я имею в виду первого президента Джохара Дудаева, или обвиняют, и что. Но они боятся обвинить Путина. Вот это как раз видно. То, что сегодня происходит, они не могут сказать. Вот они там разглагольствуют, Ну, и вот это разговор, который они ведут, оно как-то вот несколько ну, унижает ситуацию с их поведение. Вот нас мы видим. мгм. Да, вот такая ситуация. Спасибо, Аяд. Аяд, вот эти переговоры, которые были сорваны с покушением, якобы покушением на Владимира Алексеева, они будут отложены или война продолжится, или что произойдет, как вы считаете? Ну, они там как заявили, что они переносят эти переговоры. Ну, это значит, переносят, значит, не отложены, а значит, будут в следующий раз. В следующий раз, если они дойдут до той точки, что они готовы, скажем, решить вопрос главный, как говорят о территории, да? Если до этого найдут, они снова будут людей отпускать, мне кажется, с обеих сторон. То Мгм. есть они вот, не Украина не может это сделать, да, Россия это настаивает, а Украина не может. А те, которые со стороны, тоже не могут, они могут только советовать: "Да, давайте сделайте, давайте это сделаем". То есть вот какой-то замкнут круг, который, в принципе, в самом лучшем в этом с политической и правовой точки зрения, это все на стороне Украины. Они хотят ее столкнуть в пропасть. Вот что это такое. Мгм. И последний вопрос, мы уже почти час в эфире, хотел бы задать по поводу вы, наверное, слышали, что во время когда только переговоры начались, во время переговоров, когда кто-то говорил то, что не нравится, например, украинской стороне, то Кирилл Буданов доставал свой блокнот и спрашивал: "Как ваша фамилия? Извините, скажите, пожалуйста". И такой намек, что все пугались и так далее. И после вот покушения на Владимира Алексеева это вообще совсем иной, мотив, иной окрас приобретает. Как вы считаете, это с чем это связано? Такое совпадение? Либо Украина, Нет, которая это не стремится к совпадение. Я миру? думаю, он, это сделал просто. Это ничего страшного нету, что он так сказал. Просто они, видимо, решили, когда он спросил фамилию, они решили, что записать его фамилию, чтобы в список тех, которых надо уничтожить, наверное. Ну да, Я это думаю, шутка была. Да, это была да, это шутка, потом типа убили этого. Алексеева. Мгм. И я помню, когда вот, в Праге была, встреча там, и наша страна, и я там участвовал, и там как его, там вот, эти участники вот этого, российской стороны переговоров, фамилии сейчас их не всех помню, так, Мгм. но, значит, подходили ко мне, и там Басаев заявил,
что вот этот в списке тех, которых надо уничтожить. Там какие-то были списки. Они подходили и спрашивали меня, а меня нет в этом списке, а меня нет в этом списке, спрашивали. Так вот, типа этого, наверное, это все. Я-то не знал, есть или нет, я не Да, знаю, может, есть в так. этом списке или нет. Так что вот такая Хорошо. ситуация. Баркалая, спасибо большое. Мы как раз час в эфире. Спасибо, было интересно. Но вопросов больше не вижу. И Только всем спасибо, спасибо. по поводу Алексей. нашего голосования. Проголосовало у нас 201 человек. Согласны ли вы с тем, что покушение на Алексеева спектакль? Да, 41% и нет 59%. Спасибо большое всем, друзья. Спасибо, Аяд. До свидания. Адикер Маш Ойль. Hadi gidelim. Адик